В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Охрана объектов культурного наследия во все времена – обязанность каждого поколения. Без прошлого нет будущего. Как обстоят дела с сохранением памятников культурного наследия? Насколько активно ведется работа по их охране, сохранению и реставрации? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Гость в нашей студии Николай Макаров, руководитель управления по охране объектов культурного наследия. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скоро подведение итогов года. Какие моменты вы бы хотели отметить в своей работе в этом уходящем году? Да, действительно, мы сегодня подводим итоги уходящего года. Так как наши проекты, наша работа по большому связана с крупными социальными проектами, строительством, дорожным строительством и так далее, промышленным освоением, мы именно смотрим и с этой точки зрения. То есть, с одной стороны, мы проводим спасательную работу в тех направлениях, где будут проходить строительные, какие-то промышленные освоения территорий, а параллельно еще мы восстанавливаем, изучаем наши священные места, наши памятники реставрируем и так далее. И на сегодня мы отмечаем, что основные задачи, которые мы ставили в этом году, они выполнены. То есть провалов, упущений, опозданий в нашем деле не произошло. Например, мы в этом году должны были ввести в строй отреставрированный объект Дом-музей Сергороджоникидзе в городе Покровском. Мы его сделали. Правда, мы его торжественно откроем в начале июня следующего года, но тем не менее он сейчас уже принимает гостей, он работает и так далее. Действительно, в текущем году отмечаются довольно хорошие результаты по археологии. Как вы думаете, с чем это связано? Мы, когда говорим о спасательных работах на наших священных местах, тем более, когда речь идет о центре города Якутска, это многолетний такой сложный путь. Для примера, для того, чтобы провести раскопки в самом центре города Якутска, около театра оперы и балета, эта территория была взята под охрану еще в 2014 году. С тех пор мы провели очень большую работу с нашими коллегами по решению вопросов, как их провести, около десятка лет. Соответственно, мы результат получили в этом году. В следующем году мы его завершим. Результат полностью нас устраивает и заказчиков, и нас, как надзорный орган, и археологов. И поэтому, когда в этом же году мы проводили раскопки на территории Минского района, 16 тысяч квадратных метров, небывалый размах работ, и эту работу мы тоже готовили много-много лет. И чем мы лучше их готовим, тем больше уделяем внимание от финансирования до подрядчиков, тем большой результат мы получаем. Соответственно, мы всегда благодарны нашим коллегам за то, что мы провели такую плодотворную работу. Плоды многолетнего труда, получается. Да, совершенно правильно. Какие цели и задачи вы ставите в своей работе в следующем году? Из года в год мы свои цели, задачи корректируем, исходя из наших возможностей. Естественно, например, в следующем году у нас не намечаются большие реставрационные работы, имеется в виду крупные, с участием федеральных средств, но зато мы будем проводить большие раскопки, например, около 6600 квадратных метров на территории села Каптагай, Мегин-Хангаласского улуса. Это будут самые масштабные археологические раскопки следующего года. Параллельно мы будем заканчивать раскопки по улице Каландрашвили и, естественно, будем восстанавливать главным образом памятники посвященные Великой Отечественной войне. И масштабные работы в этом сфере проведут, например, в Сунтарском районе. То есть восстановление, ремонт, реставрация каждого памятника мы держим на пульсе и контролируем весь процесс от и до. А какие именно ожидания по этим проектам имеются? Мы, естественно, когда речь идет о археологических раскопках, о спасательных работах на местах, где будут проводиться масштабные промышленные работы, например, почему село Каптагай? Там будет проходить, как мы знаем, Ленский мост. Соответственно, где будет стоять Ленский мост, мы должны изучить и провести спасательную работу. То есть оттуда изъять наше культурное наследие. Как раз эта территория подпадает под древнее поселение Каптагай, так называемый выявленный объект культурного наследия. И я искренне надеюсь, что мы найдем там много интересного. Еще, если касается по улице Каландрашвили города Якутска, мы там продолжим. И
тот археолог, который не мечтает найти супер артефакт. Я думаю, что будут очень-очень интересные находки. И еще один момент, одним из направлений нашей работы является популяризация. То есть все, что мы находим, все, что мы делаем, мы должны довести до населения. Естественно, по всем этим находкам и этого года, и следующего года мы будем проводить крупные выставки, и не только в городе Якутске или, допустим, на Вилюйской группе районов, как мы планируем, но и в городе Москве. То есть мы должны показать всему миру наше культурное историческое наследие. Какие сложности вы встречаете в своей работе по охране объектов культурного наследия? Сложности тут классические. Я бы даже не сказал это сложностями, потому что по каждым сложностям мы отрабатываем. Например, что касается, допустим, в этом году мы проводили раскопки почти что 20 тысяч квадратных метров на территории. Это огромная площадь. Соответственно, мы сопоставляем наши силы. Где-то мы можем привлечь якутских археологов, якутских экспертов и силами якутян это провести, а где-то, где, например, в Минском районе, мы уже там привлекли город Новосибирск. Археологи оттуда приехали, притом не просто 1-2 человека, а их прибыло с пределов Минского района 150 человек. 4 памятниках. Естественно, были сложности, и мы думали, как мы будем исходить из этого положения. В любом случае, допустим, опоздание в этом сфере, например, если взять Минский район, там речь идет об расширении ГЭС-3. Естественно, любой провал, любое опоздание с нашей стороны приводит к задержке масштабных работ, к социальным таким проблемам или вопросам. Соответственно, этот вопрос мы изучаем и принимаем решение. И, например, в наших мечтах в следующем году в селе Хаптагай провести работу силами именно якутских археологов. Но будем тоже изучать наши возможности, чтобы не задержать строительство Ленского моста. Как в этом году реализовывается проект «Сохраним памятники» и будет ли продолжение в следующем году? Проект «Сохраним памятники», начатый Арсением Сергеевичем Николаевым, главой нашей республики, был начат в 2019 году и был рассчитан на 3 года. То есть был посвящен столетию якутской автономии. Но желающих восстанавливать памятники все больше и больше. То есть мы каждый год их принимаем, никому не отказываем и помогаем восстанавливать памятники. В этом году, например, один предприниматель, Едрихинский Андрей Михайлович, восстановил сразу 5 памятников. Естественно, мы будем продолжать реализацию данного проекта. Мы уже, хотя наши награды, наши благодарственные письма были рассчитаны к столетию якутской автономии, мы их откорректировали, и сейчас он будет уже разбит на степени, и мы каждого человека будем награждать. В этом году мы восстановили около десятка памятников. И в конце года, естественно, мы всех пригласим принимавших участие, и будем их награждать. Естественно, в следующем году опять же планируется, мы уже готовимся к этому проекту, реализации этого проекта, и думаю, что в конце следующего года мы получим тоже очень неплохой результат. Тем более следующий год — это юбилейный год победы в Великой Отечественной войне. А вот очень хотелось бы услышать именно какие памятники, какие-то такие показательные примеры, возможно. Этого года компанией дизайн-студия «Уран» в городе Покровске был отреставрирован памятник Серго Дженкидзе. Притом он был очищен таким образом, что некоторые надписи авторские и так далее оттуда появились. То есть мы не ожидали их найти. Он сейчас полностью восстановленный и выглядит как новый. Памятник, восстановленный Едрихинским Андреем Михайловичем, это связанные и с гражданской войной, и с победой в Великой Отечественной войне, они тоже восстановлены. И при том, когда мы их восстанавливаем, мы их не обшиваем, то есть внешний вид их не меняется. Мы восстанавливаем их в новом виде. То есть как они выглядели раньше, при их восстановлении мы придаем им прежний вид. То есть речь не идет об изменении внешнего вида полного. И еще подробнее, что нового ожидается в правилах и нормах в сфере сохранения объектов культурного наследия в нашей республике?
Изменения довольно-таки серьезные. В частности, довольно большие изменения произошли памятникам, касающихся Великой Отечественной войны. Если раньше требования были очень жесткие, то есть для того, чтобы реставратор, инициатор восстановил памятник Великой Отечественной войны, находящийся под охраной государства и носящий статус объекта культурного наследия, он должен был взять разрешение у нас, привлечь лицензированных организаций, то есть имеющих специально обученных людей, подготовить проектно-сметную документацию. Если речь идет о реставрации памятника, провести авторский надзор, провести государственную историко-культурную экспертизу, сейчас он довольно-таки упрощен. То есть для того, чтобы ремонтировать памятник, сейчас инициатор выходит на нас, пишет заявление, пишет, что хочет провести такие-то виды работ, и мы ему даем разрешение. Это гораздо удешевляет, убыстряет процесс, если речь идет об ремонте памятника. Соответственно, еще вопросы возникли и внесены изменения по памятникам археологии. Сейчас, если раньше мы вне зависимости, или это центр города, или это отдаленная таежная местность, требования были одни. Сейчас для того, чтобы упростить этот процесс, удешевить, мы сейчас отделяем городскую территорию, поселенческую территорию и таежную территорию. То есть где-то мы должны сделать так, чтобы промышленники или строители не встречали много препятствий с нашей стороны. Я думаю, что все в этом году, в принципе, довольны. Да, очень положительные изменения. Ну что ж, Николай Афанасьевич, спасибо вам большое за интересную беседу и очень полезную информацию. А я напомню, что в программе было актуальное интервью. До встречи в эфире.